чем больше времени проходит, тем больше на слуху или там пользоваться слухами. То есть сказал это, сказал тот. Но не архивные. Памятники же, это и архивное направление, это подтверждение фактов, что было, как было. Это одно. Второе, эти памятники не для того, чтобы каждый день напоминать о наших трагедиях. Эти памятники для того, чтобы наша молодежь видела, понимала, осознавала, какие трудности и испытания прошел наш народ. Где мы были, где мы есть сегодня. И чтобы это они осознавали. И чтобы они понимали прекрасно, что надо развиваться, надо идти вперед, надо жить совместно с регионами страны, но при этом не забывая о своем прошлом. Но не делая из этого трагедию, не превращая вот эту трагедию нашего народа на определенных этапах своего там настроения, какие-то политические торги там, и так далее. Вот что важно. Никто здесь не может сегодня говорить, кто больше или меньше любит свою родину, свою республику, свой народ. Никто из нас, в том числе ингушей, я имею в виду там репрессированные народы или репрессированные личности, люди, были целые семьи, там, в том числе, да, репрессированы. Никто из них не может говорить сегодня, кто больше за или против этого направления. Понятно, что все против этого направления. И никто из ингушей тоже, в частности, не может говорить, что кто больше родил за закон или меньше родил за закон. Понятно, что все хотели этот закон. И в том числе сегодняшнюю ситуацию, если брать. Да? Поэтому, конечно, мы не должны это все превращать на определенных этапах в политический торг. Просто сам памятник, какой бы он ни был, это от слова «память». А память, это, конечно, должна храниться в веках. И памятник для этого и ставится. И сегодняшний мемориал памяти и славы, и великолепная башня в исполнении нашего народного уже художника России Полонкоева, это дорогого стоит. А то, что мы там уже сделали, это, ну, можно говорить, что вот именно Беркут, именно то, что сделал Полонкоев, вокруг него, вот, почему? Потому что чистыми помыслами, от души, значит, было сделано, вот эта сама башня, 9 башен, да, которая получила хорошее признание. Вокруг него вот это все красивое вот и родилось, идеи родились. Поэтому можно весь этот проект, там, мемориал памяти и славы, тоже отдать там именно под Полонкоева. Почему? Потому что с его доброго начинания это все произошло. И то, что мы закрепили там не только трагедию нашего народа, и славу нашего народа, это тоже важная составляющая. Почему? Потому что наша молодежь, наши гости, жители в целом республики должны видеть и трагедию, и славу своего народа, жить с этим, для того, чтобы видеть ориентиры впереди, и для того, чтобы планировать дальнейшее развитие нашего народа.